Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Новый уровень торговли и комфорта. Просто 300 рабочих мест, каждый рабочий место важный. Открылся уникальный гипермаркет «Вкус дома» с широким ассортиментом и продуманной инфраструктурой. Проект оценил Рамзан Кадыров. Контроль качества. Желание Ивановича уже Петрович. И полностью это делает снабжение разворачивания. Глава региона побывал с инспекцией в 2 поселениях, где строятся дома для пострадавших от наводнения. Уход и защита. Кожа защищает от грязи, регулирует температуру тела, помогает ощущать холод и тепло. В Грозном состоялась конференция специалистов по дерматологии. Какие средства рекомендуют для здоровой кожи, расскажем в этом выпуске. Покупки, отдых и сервис рассчитаны на самого искушенного клиента в одном месте. В Грозном открыли новый гипермаркет «Вкус дом». В церемонии принял участие Рамзан Кадыров. Масштабный проект, помимо возможности обрести различный товар, еще несет в себе важный социальный аспект предоставления сотни новых рабочих мест. Чем еще уникален объект, расскажет Медина Мударова. Все, что нужно, теперь под одной крышей. На открытие гипермаркета «Вкус дом» прибыл глава региона вместе с соратниками. Открывая церемонию, председатель Совета директоров фонда имени шейха Заида Анвар Усманов отметил значимость этого проекта. По его словам, объект задает новые стандарты сервиса и оснащения. Сегодня мы собрались по важному и по-настоящему знаковому поводу открытию современного гипермаркета «Вкус дом». Это не просто новый торговый объект, а важный шаг к формированию современной удобной среды для жизни нашей республики. «Вкус дом» – это современный комплекс общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, включающий торговый зал, фудкорт-зону и арендное пространство, объединенные в единую продуманную систему. В основе проекта концепция минимализма, функциональности и уюта. Ценовая политика выстроена в среднем сегменте и направлена на то, чтобы каждая семья могла в одном месте полностью закрыть все повседневные потребности. Масо уйштолхаш, устойшхочия швой, мака предпринимательшна, инвесторшна. И благодаря вашей всесторонней поддержке, Рамзан Матович, сегодня в регионе создаются условия, при которых возможно реализовывать такие крупные проекты. И эта поддержка дает уверенность всем инвесторам и предпринимателям и жителям республики в завтрашнем дне. И завершая, хотелось бы добавить, что уверен, «Вкус дом» станет точка притяжения, послужит основой для реализации новых масштабных проектов. Строительство было начато в январе 2025 года. Создание 300 рабочих мест и максимальный комфорт для покупателей. Рамзан Кадыров высоко оценил оснащение магазина. По словам главы региона, открытие гипермаркета – важный шаг, и впереди жители республики ждут не менее амбициозные проекты. Просто 300 рабочих мест, каждый рабочий место важный. Очень шел условия, танет чуен, езме, майес еще сюдас. Так, сунбак мдерес анварин дон, тем командина дон. Ога тысячами рабочих мест наш чадон. И конец продолжения хрюда муладон. Традиционное перерезание красной ленты и собравшиеся осмотрели здание. Первое, что бросается в глаза – современный дизайн. Интерьер выполнен в стиле минимализма. На прилавках представлено более 32 тысяч наименований. Все продумано так, чтобы покупатель смог найти нужный товар в считанные секунды. На 10 тысячах квадратных метров объединили все. Здесь предусмотрено 16 арендных помещений. В их числе аптека Дарба Фармаси, пункты выдачи заказов Валберис и Озон, салоны мобильной связи и другие объекты. По сути, это город в городе, где за один визит
визит можно решить все бытовые вопросы. Общий с кассирами, щит, кассио и самообслуживающий дел кассио окна. Новое оборудование уже село очень шаша, покупка нового революционный деску, да. Аптека еще востребована минуту шайбу. Вся война не является уже торговым тоже. Продукция ишпеду. Общие 32 тысячи разновидностей продукции. Да. Продукция местного производства, общероссийского, зарубежного, товары для дома, не только люксовым, там, еще овощи, там, еще там, повседневные. Хлебобулочные изделия, человек на месте изготовит пищу, что ежедневно свежевают что-то. На месте. Круассанчи, бефиги, разные изделия шоптаться. Отдельно хоккаю товар, что эвай компетенции, акции шекреду, нам постоянно объявляют даже. Важный акцент. Амал рамзамат жмех, шмела доступная была этажо контроля, бонусная программа, что еще накопительный, каждый покупку шмельно скидки, что на разновидность товара, хлеб, даже лимонад, аляч, як лимонад, разные виды, что там, продукции десятки видов. Жижи и чуахой, основном местное производство использовать вещи. Что до диая, гюва, я еще что-то другое. Учуем, чем просто продукты того на царше, я еще все. Рыба, колбаса, до справа, як уже готова кулинария, машинища, юха. Я готова на краю, юха, ЛКБ, да, фиол, писташи, шевучка, очень соленый щу. Пора уже готова кулинария, вольдина, меняется разные машинища. Я уже фастфуд, бургер, пицца, хаеши, суши, вот разнообразие, вообще открытый кухню, заказы на до диава, я еще что. Уже медиа. Локайл разделишь, что не замечал, а я что не еще персонал, а что лимонад, разные виды. Местные до зарубежные, до масуки. Был по продукты, выборы, был разнообразие. Да, в общей сложности. Но я холодильник, правда. Большую и шую. Кол наши носить видео. Так, ищ, носить видео. Местные, васильноводские, ищем, да. Кейон бренды. Очень есть сам разные. А новые напитки тоже я. Очень шумет вай найф что. Выставочные стенды. Очень что местное начало Республики производства. Дойч. Куда? Короче, его заешь продукцию. Очень что. Все информация, карточки, демонада, нагрузка, шамича, еще. В ходе осмотра глава региона заглянул и в отдел сладостей. Представителям местной шоколадной фабрики «Марзо» вручили Рамзану Кадырову вкусный подарок и эксклюзивную золотую карту первого покупателя. Компания «Вкусдом», местный продукт. Дополнительно от компании шоколадной фабрики «Марзо» шоколадной искусством за карты надо сложить соус от компании. Вот когда чувак где видочная производство. Шоколад фабрик «Маркос». Вкусном бенца. Первое место производства. Местная энергетика. Бисмилlah.
К-13 самый лучший энергетик Байера. Особая гордость – собственный мясо-рыбный цех площадью более 170 квадратных метров. Он обеспечивает полный цикл переработки продукции, разделку мяса, птицы и рыбы, подготовку полуфабрикатов, а также снабжение сырьем всех отделов гипермаркета. Особое внимание привлек и рыбный отдел. От форели до океанских деликатесов в рыбном отделе «Вкус дома» представлены практически все востребованные виды. Огромный выбор дополняет и сервис. Любую рыбу здесь могут подготовить по вашему желанию. А за свежесть отвечает современный высокотехнологичный цех, который снабжает прилавки продукции в режиме реального времени. Здесь можно не только купить продукты, но и приятно провести время. Концепция «Вкус дом» продумана так, чтобы интересно было всей семье. Помимо фудкорта, отдела готовой еды и детских площадок предусмотрели отдельные комнаты для совершения намаза для мужчин и женщин. Преимущество в основном, конечно же, это очень большой ассортимент. В гипермаркете можно в одном месте приобрести все необходимые продукты. Более того, у нас есть обширная арендная зона, где есть и салоны связи, есть отделение банков. Мы планируем развиваться, открывать новые точки. Данный магазин будет головным. Первые покупатели сразу же оценили огромный ассортимент товаров. Они отмечают, теперь не нужно тратить время на поездки по разным магазинам. Все необходимое прямо тут. Здесь есть все удобства, все сделано на высшем классе. Все продукты только свежие, все продукты только завозятся, меняются сразу. Очень удобный магазин для всех жителей. Я благодарен и главе республики, и всем, кто создал этот магазин. Хочу сказать огромное, большое человеческое спасибо, в первую очередь, главе республики за то, что он построил, дал людям такую возможность и такую радость, как этот магазин. Конечно, удобно, потому что в других маркетах нужно ходить, искать несколько магазинов, нужно заходить. А тут все доступно, все удобно, все есть в наличии. Даже горячие блюда есть. هرچی هویچا یک خزنور لیبش مصو متعیز میچر هو ایتیز چو خزیلی نو هریلین چو نقدیل ریزخل کچو عباغ بیچ پیرسنال نقدیل ریزخل حیلنا یالی هو ایش بوخش مصو خزعیش بو تکچو خزایو خز اکوراتنا اینایو یو چو یادوک دولوش یو خزایو انت ایشو گاستاوری خصاصه. Удобство для посетителя продумано до мелочей еще на подъезде к зданию. Гипермаркет имеет выгодное расположение, а для водителя предусмотрена парковка на 500 мест. «Вкус дома» обещает стать центром притяжения для жителей и гостей республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. В регионе продолжают возводить дома для пострадавших от паводков, спровоцированных сильными ливнями сразу в нескольких населенных пунктах. Объекты уже выходят на этап внутренней отделки. Все детали в сюжете Рабиат Кайтеевой. Меньше месяца назад здесь, в селе Новый Биной, началось строительство для семей, которые остались без своего жилья в результате разрушительных паводков. Однако фантастические темпы работы привели к тому, что уже сегодня многие жилища перешли к внутренней отделке. Рамзан Кадыров практически ежедневно инспектирует ход строительства и лично контролирует соблюдение сроков и качества. О том, на какой стадии сейчас находится объект, главе региона доложил министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики Республики. Полностью отопление, снабжение, разворочение. Нормально, Они поручали максимально полностью и организация. Именно Tamam, bu o ben.
Чтобы успеть в срок, работа на объекте не прекращается ни на минуту. На стройплощадке задействованы сотни специалистов, а бригада рабочих трудится в 3 смены. Одни завершают кирпичную кладку, а другие в то же время приступают к внутренней отделке. Кроме того, параллельно начато подведение основных инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что дома, они нетипичные, то есть площадь нам варьируется в зависимости от состава семьи. Первостепенная задача, поставленная лично главой республики, создание достойных условий для людей, пострадавших от стихии. Именно поэтому даже место строительства выбрано не случайно. Село расположено в зоне, защищенной от подобных природных катаклизмов. Следующей точкой инспекции Рамзана Кадырова стало селение Комсомольское, где возводятся дополнительные 43 дома. На объекте круглосуточно задействованы сотни рабочих и десятки единиц техники. Практически ордина была центрована, что буквально в ближайшие несколько дней полностью оплачена. Да, да, теперь школа. Пуза вияса на 126 минимальной площади, по составу 7 до 180 площади. Ликвидация последствий стихии продолжается в круглосуточном режиме. Ситуация в пострадавших районах остается на особом контроле руководства республики. Было поручено не снижать темпы и качество строительства, чтобы уже к маю этого года семьи, оставшиеся без жилья, смогли заселиться в свои дома. Рабиат Гайтиева, Сейд Эмин Мусаев, Ахмед Кизриев, Вести, Чеченская Республика. На Жаюртовском районе успешно завершены работы по ликвидации последствий ливней, которые привели к повреждению электросетевой инфраструктуры. Специалисты и аварийные бригады провели комплекс мер по устранению повреждений. Проведено полное обследование линий и трансформаторных подстанций, заменены опоры и провода. Благодаря слаженной работе оперштаба по развитию электроэнергетики региона под руководством советника главы Чеченской Республики, депутата Государственной Думы Адама Делимханова, удалось полностью вернуть электроснабжение пострадавшие населенные пункты. Ремонтные уже завершены, электросети функционируют в штатном режиме. Предоставлением необходимым ресурсом занимался региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Порядок подачи документов при частичном или полном разрушении имущества обсудили в Республиканском многофункциональном центре. Совещание прошло под председательством министра экономического и территориального развития региона. Главная тема обсуждения – заявки на компенсацию пострадавшим от непогоды. В ходе работы были рассмотрены вопросы, возникшие у представителей муниципалитетов при регистрации обращений граждан. Напомним, что все это осуществляется по поручению Рамзана Кадырова. Сотрудники МФЦ трудятся круглосуточно, чтобы оказать необходимую поддержку всем пострадавшим. Проблемных вопросов в принципе у нас и не возникало в части проведения и подготовки ликвидационных мероприятий. Вопросы существуют только насущные, технического характера. Это где-то может подтормаживать система или программа, или связь может где-то обрываться. В целом те текущие вопросы, которые возникают, мы их решаем по мере поступления. К нам дополнительно для поддержки МЧС России направили своего представителя. Сегодня он опять провел разъяснительную работу с членами всей ликвидационной комиссии Чеченской Республики, муниципальными районами, мэриями городских округов. В столичной поликлинике прошли учения по выявлению и реагированию на особые опасные инфекции, например, холеру. Медики отработали алгоритм от первичного осмотра до госпитализации. Как действуют врачи в экстремальных ситуациях, узнавала моя коллега.
Принимали какую-то некачественную пищу, пили воду из местных водоемов. Что-нибудь было из-за этого? Признаки инфекции врачи поликлиники города Грозного распознают сразу, пока собирают анамнез больного с недомоганием. По легенде, в ходе опроса выясняется, что пациентка отдыхала в азиатской стране и жалуется на расстройство желудочно-кишечного тракта, рвоту и температуру. Поэтому не исключено, что болезнь из разряда особо опасных. Слабость накатывает внезапно. Всего час назад человек чувствовал себя здоровым, а теперь его буквально высушивает изнутри. Вот она, клиническая картина болезни холера, с которой человечество борется веками. Ежегодно в мире регистрируется до 4 миллионов случаев, а десятки тысяч оказываются летальными. Болезнь, которую мы привыкли считать достоянием прошлого, по-прежнему настигает внезапно. И побеждает только тот, кто готов действовать в первые часы. И вот после того, как врач установил выдуманный диагноз холеры, необходимо как можно скорее проинформировать все необходимые службы. А далее только госпитализация, инфекционный бокс. Цель учебного занятия – отработать алгоритм действий в случае выявления больного холерой. Мы должны сегодня оценить готовность учреждений здравоохранения, бригад скорой медицинской помощи и наших подведомственных учреждений Роспотребнадзора в случае выявления больного холерой. С установленным диагнозом больного забирают работники скорой помощи, а помещение дезинфицируют специальным составом. За действиями работников следят эксперты данной отрасли. Учения по холере проводятся при участии специалистов Ставропольского противочумного научно-исследовательского института и Ростовского противочумного института, управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике и подведомственных медицинских организаций. Мероприятие проводится ежегодно во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Чеченской Республики с целью отработки тактики ведения пациента при подозрении на особо опасную инфекцию. Холера – это острое инфекционное заболевание, механизм передачи фекально-оральный, то есть это грязные руки, продукты питания, естественно, вода. Вообще 3 вида возбудителя холеры. Это классические холера Эльтор, есть холера Вибрион 0,159 и новый вид холеры тоже. Цель подобных ежегодных учений – отработка алгоритма действий в случае выявления особо опасных инфекций у больного и оценка действий медицинских организаций. В тренировочных учениях задействованы городская поликлиника номер 1, республиканская станция скорой медицинской помощи, республиканский клинический центр инфекционных болезней по профилактике и борьбе со СПИД. Все медицинские организации, задействованные в учениях, действовали согласно алгоритмам при особо опасных инфекциях и при холере. Далее пациента доставляют в Республиканский клинический центр инфекционных заболеваний, где уже за дело берутся врачи-инфекционисты. Алгоритм действий в данных случаях лишь кажется простым. На самом деле нюансов, которые надо соблюдать врачам, множество. Рабиат Гайтиева, Саидамин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Проблемы кожных заболеваний и пути их решения. Эти темы стали ключевыми на профильной конференции с участием специалистов фармацевтической отрасли. О чем говорили эксперты, далее в материале. На конференции с участием фармацевтов были рассмотрены проблемы кожных заболеваний, их появление, а также способы лечения и профилактики. Перед собравшимися выступил тренинг-менеджер компании «Наос», основателя марки средств по уходу за кожей «Биодерма». Как отметили присутствующие, расширение рынка продукции будет полезным не только для покупателей, но и для аптечных систем нашего региона. Очень много полезной информации. Так как мы живем в современный мир, это время медийности, внешний вид играет немаловажную роль, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за своей кожей, в первую очередь за кожей лица. Это играет очень большую роль, и когда фармацевты умеют проконсультировать клиентов, порекомендовать им что-то, это очень важно. При этом за консультацией к специалистам мог обратиться любой желающий, чтобы получить ответ на вопрос, с помощью каких средств решить ту или иную проблему, связанную с кожей лица или другой части тела. На самом деле очень радует тот факт, что мы научили наших пациентов, наших родных и близких ухаживать не только за проблемной кожей, но и за кожей в целом, даже если она здорова, и начинать это лучше даже с первых дней жизни ребенка. И сегодня я рада, что компания «Наос» проводит такое большое обучающее мероприятие не только для врачей, но и для фармацевтов, когда мы можем донести о том, как правильно ухаживать за кожей, акцентируя внимание на каких-то проблемах, будь это кожа с атопическим дерматитом, с псориазом, проблемная кожа с акне или с розацией. Дерматологи отмечают, что любые изменения, связанные с кожным покровом, будь то цвет или раздражение, повод немедленного обращения к врачу. Для профилактического ухода представленные средства подходят очень хорошо, однако консультативная беседа обязательно, самолечением лучше не заниматься.
Кожа защищает от грязи, регулирует температуру тела, помогает ощущать холод и тепло. Она первая линия обороны, принимающая на себя удары окружающей среды. И уход за ней – важная составляющая здоровья человека. Турпа Лолита Исумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском государственном университете прошла международная научная конференция, посвященная 75-летию доктора исторических наук Шахруддина Гапурова. На юбилее присутствовали коллеги юбиляра всего Северного Кавказа, родные и друзья. Они отмечали достижения именинника, его вклад в укрепление отношений между кавказскими народами. В честь значимого события гости преподнесли памятные подарки ученому. Мы чествуем блестящего гражданина, да, патриота, который проявил этот свой патриотизм, проявил себя как выдающийся деятель во многих направлениях, в первую очередь в науке. Пройти мимо этой даты, пройти мимо этого юбилея было бы невозможно, да, и неправильно, учитывая его выдающиеся заслуги, так сказать, для Чеченской Республики, для чеченского народа, для всех нас с вами, ну и для нашей с вами огромной необъятной России. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.